Audio Jungle. Audio Jungle. Однозначно, что на сегодняшний день в нашем обществе уже сформировался класс людей, готовых оплачивать школьное образование своим детям. Ведь бытует мнение, что так называемый индивидуальный подход к ребенку – это, возможно, первый и, возможно, главный плюс частного образования. Что сегодня может дать частное образование и кто его выбирает, поговорим сегодня. Добрый вечер, в эфире Гуартала. Audio Jungle. Ну что, насколько я знаю, в Абхазии не так много негосударственных школ, их всего 2. И вот директор одной из них, школы Алашара, Мария Пиля, сегодня у нас в гостях. Мария, добро пожаловать в нашу студию. Спасибо. Добрый вечер. Спасибо за приглашение, мне очень приятно. Мария, 5 лет, насколько я знаю, вы руководите этой школой, этим вашим частным, семейным таким делом вашим. За все эти 5 лет вот вы ни разу не пожалели о том, что вот ввязались в это дело? Нет, однозначно не пожалела, мне это очень нравится все. Хотя у меня не было опыта работы в такой области, вообще у меня особого опыта работы где-либо не было. Вот. И было очень трудно, но мне нравится. Мне нравится, когда трудно. Сразу оговорюсь и скажу, что, конечно, Марию Пилия прежде всего знают как художника. Я надеюсь. Да, но это, конечно, знаете, мы с вами, конечно, общались перед передачей, вы очень много чего рассказали о своем таком пути именно творческом, и как вы стали художником. Ну, я скажу, что это, конечно, отдельная передача. Если мы будем про это говорить, это займет много времени. Это такой, знаете, алаверды моей коллеги Лани Пшилава. Она делает передачу «Мастерская» про художников. Я очень надеюсь, что, может, она вас туда пригласит. Это будет очень интересно. Это меня будет стимулировать писать картины. Может. Я уже больше года ничего не делаю. Дай бог. Вот такой вопрос теперь. Как профессиональный художник, выпускник Суриковского института, как вы стали директором общеобразовательной школы? Давайте вот сократим это дело, Так, как вы да, стали да, художником, попытаюсь. и сразу поговорим о том, как вы Вы стали знаете, директором школы. Ну, эту школу знают, она раньше была школой «Свет», Мгм. но она закрылась, все пришло в упадок, и ну, была возможность стать новым руководителем. Мы закрыли школу «Свет», открыли новое учреждение, негосударственное общеобразовательное учреждение Алашара. Вот, и уже существуем 5 лет, идем вперед, надеюсь на то, что будем еще больше улучшать условия, потому что мы многое сделали. И не только своими собственными силами, да, не только силами родителей, но еще очень много было людей, которые стали рядом, периодически появлялись в нашей школьной жизни. Да, это и друзья, и даже незнакомые люди, так бывало. Вот, поэтому это все, конечно, вдохновляет, и ты понимаешь, что не надо сдаваться сквозь трудности, надо идти вперед. Но все-таки, как вы приняли это решение? Кстати, я Как-то знаю, что спонтанно. опыт работы с детьми у вас все-таки был Да. какой-то. Да, я 4 года преподавала детям. У меня еще был опыт работы в АГУ 1 год. Я преподавала на 1-м курсе. Студентом? на ИЗО. Да, Мгм. студентом. Но потом так сложились обстоятельства семейные, мы уехали в Москву опять. Вот. И когда я вернулась, я думала, чем же заняться. Были люди, которые подсказали, что мне надо все-таки делиться тем, что я умею. А умею я писать картины. Я рискнула, открыла мастерскую для детей. Сначала она была для детей, потом уже и взрослые люди приходили учиться. Ну так, знаете, это все было на раскрытие творческого потенциала. У меня не было задачи готовить абитуриентов в вуз. Вот, дети у меня были от 4 лет, и вот 4 года я проработала. Поэтому, наверное, я согласилась легко на эту работу новую, да, новое для Вот, меня вообще как все. все-таки, да. Потому что я подумала, что... Вам просто предложили, вот есть школа, Да, может, да. возьмете там, вот там. Даже маме больше предложили, но она Мгм. как-то, наверное, ответственности чуть испугалась и знает, как я отношусь к детям, как мне это все нравится. И первая мысль, когда говоришь про школу, это значит про детей. Ну, мне так казалось на тот момент. Но на самом деле я года через 3 только добралась до образования и до детей. Сначала просто решались какие-то глобальные проблемы, связанные Насущные да, такие, да, не знаю, с созданием лицензии и так далее.
Не, ну это то есть вот... Вот, я просто долго не думала, правда, не думала. Я пару мыслей просто в голове было, что я же люблю детей, мне нравится находить общий язык с любым ребенком. Это невероятно, на самом деле. То есть С это было любым. примерно так. Мария, ну ты же уже там с детьми Да, что-то да, там да, занимаешься, да? Возьми эту школу может, тоже. Вы вообще все может. представляли, что это такое? Я не представляла, но я рискнула. Я рискнула, и там уже когда я была в процессе, вот уже 1 сентября, скоро вот первый педсовет в конце августа, да, я понимаю, какая огромная ответственность и сколько всего надо делать, и я даже не совсем понимала задачи директора и задачи завуча. Но команда сложилась, плюс были учителя, которые там уже работали в свете. Кстати, мы вот- набрали еще Да. педагогов, психолога, медсестру. Там и уже так был далее. какой-то свой коллектив, Да, 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 да. же? Вот Они когда- остались, да, и они дети остались. были. Мы просто Ну вот представляете, вот добирали. коллективы, тут приходит молодая девушка, Ну непонятно да, кто да, вообще, художница что, какая-то. какое он отношение имеет вообще к школе. Возможно, так Как кто-то вы выстраивали думал. отношения? Я считаю, что любого человека нужно уважать. Нужно уважать, принимать его и стараться находить общий язык. Чем я и занималась. Да? И я одинаково отношусь ко всем своим сотрудникам. У меня нет любимчиков. И даже если с кем-то дружу, на работе это работа. Вот, поэтому как бы все эти годы, да, я стараюсь, и не только я, а моя администрация школьная, да, завучи, секретарь, мой помощник, администратор, все мы стараемся как можем сплотить коллектив, потому что это очень важно. Если здоровая атмосфера в коллективе, то это многое значит. Мария, вот на ваш взгляд, насколько важно все-таки быть, вот если ты возглавляешь школу, да, мне кажется, вообще любое другое предприятие. С быть дипломом? Нет, не про диплом, а именно авторитетом вот таким вот быть. И стали ли вы вот таким авторитетом? Ну, это не- Там же не преподавательский мне судить. состав, скорее всего, они старше вас там многие. Да, Да, и старшие, и с опытом работы, Опыт, да. 18-20 лет некоторые. Ну, как-то, не знаю, приняли. Наверное, может быть, мое отношение показывало и доказывало им, что мы одна команда. У нас Что вы есть одна всерьез цель. тут У нас и- все-таки одна цель. Да. И это не только про образование, это про то, как Да, да, воспитать конечно. моральные ценности, которые теряются в наше время. Как нужно относиться к ребенку, к его родителю, да, я очень категорична в плане того, если учитель себя не может сдержать и как-то агрессивно реагирует на какого-нибудь ученика в классе, я могу уволить за это. Ух ты. Да, но я предупреждаю периодически. Разное бывает. Учитель — это очень тяжелый труд. Я ценю этот труд. Я надеюсь, они знают это. Ну, вот как-то так. Да. Ну, я знаю, что мама учредитель Да, мама школы, учредитель. и она же один из завучей, да, же Завуч школы? по воспитательной части. Так. В ее работу входит подготовка и курирование разных внеклассных занятий, начиная от походов по музеям. Мы объездили до пандемии все музеи, все дома музеев, писателей, какие у нас есть, да. Организация уроков по внеклассной работе. То есть мы сами себе придумывали разные мероприятия, которых, может быть, не быть в каких-то других школах. Если это про нуляшек говорить, да, дети 5-6 лет, мы им делали просто каждые, по-моему, 2 недели разные тематические уроки и задания на дом вместе с родителями. Например, там, не знаю, день бабочек или день какого-нибудь поэта. В общем, Но у меня такой вопрос. А когда я говорила про семейное дело, все-таки имела в виду, что вы с мамой вместе. да, конечно, она меня занимаетесь. поддерживает. Вот, каково работать Я- все-таки с мамой вместе? Это ее уже надо спросить. Нет, Я а думаю, вам ей каково? иногда не очень комфортно, потому что на работе я не ее дочка, я директор. Так. Да, а она завуч по воспитательной части. Но она учится меня слушать. Вот, а так она, конечно, мой мощный двигатель, если я где-то начинаю Все-таки, когда вот этот сомневаться, и близкий мне человек, на страшно. которого вот можно Да, она опереться, просто надеяться. она не дает расслабиться, и просто буквально пару слов, и ты в строю. Вот. И- Также у меня завуч по учебной части. Ирина Адлеева. Да, Ирина Да. Анатольевна Адлеева. Это вторая моя подмога такая мощная. И мы как-то все вместе обычно советуясь, принимаем какие-то решения важные для школы. Понятно. Вот хочется все-таки понять, вот вы пришли, вот с чего вы начинали? Ну, конечно, вопрос, на какие средства вы это все делали? Мы живем за счет собственного бюджета, то есть мы полностью зависим от оплаты за обучение от родителей. Да? Когда я пришла, оплата была, по-моему, 2000 рублей в месяц. В эти деньги входил еще и обед.
До сих пор у нас та же структура, обед входит в стоимость за обучение, но сейчас оплата чуть мы повысили, потому что очень сложно было выживать за те деньги, которые тогда вносились. И мы сами выстраиваем свой бюджет, то есть у нас есть какие-то обязательные траты, от них никуда не уйдешь. И плюс ты понимаешь, сколько у тебя педагогов и вообще всего коллектива, кому сколько надо будет заплатить. Какие бывают еще форс-мажоры, а вначале это было просто через день, потому что здание было в большом упадке. Ну и каким-то, я не знаю, чудом мы выживали. Еще родители часто просто сами предлагали свою помощь. Ну и, например, в каком-то классе 2 окна, родители подходят и говорят, что вот мы готовы одно окно приобрести для класса, можете второе. Вот ищешь способы приобрести второе, и так по чуть-чуть преобразовывали. Да, но вы понимали, что тут, конечно, даже, может быть, меньше творчества, все-таки больше Нет, такого... здесь много творчества. Творчества больше, да? Все-таки, Да. вот чего больше здесь, я хотела вот спросить, такой Здесь, хозяйственной вы части, знаете, которая тоже все-таки я просто ко всему подхожу, наверное, как художник с творчеством. Даже вот что касается ремонта хозяйственной части, это все было на моих плечах. Я была и курьером, и прорабом, и дизайнером интерьера, и, не знаю, вдохновителем, иногда даже мастером. То есть мы сами иногда красили холлы, классы, забор. Ну, покрасить, что вы сможете, это я понимаю. Мне как кажется, я художник. даже зашпаклевать могу. Ну, и хочется всегда, чтобы было все красиво, ярко. Не хватает средств, ты пытаешься сделать это усилиями, которыми располагаешь. Всё, есть у меня вот еще один вопрос. Скажите, вот, например, в России, я вот так-то вот читала, смотрела, выясняла, если школа все-таки аккредитована государством, да, по закону об образовании, то есть она абсолютно адекватно вот, государственная. То есть различаются только вот источники финансирования. Так вот, что касается там программ, требований, норм, я не знаю, экзаменов, аттестатов, то есть там все идентично государственное. Понимаю, что у нас пока нет закона об образовании, поэтому вот требуется ли это от вас, или Да, вы конечно. вольны делать то, что Нет, вы хотите? мы вообще не вот этот вольны, момент. потому что даже чтобы Кто лицензию контролирует? получить, мы относимся к Министерству просвещения Абхазии. Они нас курируют, они нас проверяют, и они выдают нам лицензию. Да? Поэтому мы должны соответствовать государственным нормам. И у нас учебный план из Министерства образования, мы идем по этому учебному плану, но мы по нашему уставу можем внедрять разные занятия, уроки, вот что режим у вас дня, своего? которые нам более симпатичны. У нас своего в плане образования? Да, конечно. В плане То, чего нету в государственной образования, школе. ну, например, с этого года мы ввели абхазский язык с 1 класса в русской школе. При том, что пособий В русских у нас классах, не так да. уж много. Да, в русских классах. У нас абхазский сектор пока что только в нулевых. Но уже есть тенденция к тому, чтобы, наверное, все-таки открывать первый абхазский класс, потому что есть и желающие, и учитель даже уже есть хороший в начальных классах. И мы вот думаем, если наберется хотя бы 15 человек, я рискну и открою. Так мы открывали и нулевой класс, абхазский сектор, там его не было. Все было, русский сектор была, ну, русская школа была. И на тот момент вообще никаких методических пособий особо для учителя не было. То есть она выдумывала их сама. Рисовали карточки от руки. Просто, знаете, так рискнули, но был хороший результат. К концу года дети, которые просто понимали или знали там какие-то бытовые фразы, они смогли подготовиться в абхазскую школу. Да, это было несколько лет назад. И сейчас у нас есть этот нулевой класс абхазский сектор, где мы готовим в абхазскую школу. Понятно. У нас есть сюжет, мы были Да. у вас в гостях, и такая мини-экскурсия по школе, которую вы нам провели, мы сейчас ее посмотрим, чтобы Интересно. у зрителей было такое представление об атмосфере в школе, и мы продолжим наш разговор. Доброе утро. Проходите. Что у вас сейчас? У нас уроки идут. На первом этаже, в первом корпусе у нас располагаются классы предшкольной подготовки, абхазский и русский сектор. Можем заглянуть на урок. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Мы к вам в гости. Равно, знак равно. Первый класс. Можно к вам? Здравствуйте, дети!
Как дела? Какой у вас урок? У меня через завтра у меня день рождения. Здорово. Да. Тебя, наверное, будут все поздравлять. Так, здесь у нас абхазский нулевой, но сейчас у них урок английского языка. Builder. Okay. All together. Builder. Builder. Okay. Now in English. Ученик. Ученик. Yes, right. Very good. Next. In English. Учитель. Teacher. Very good. Ты пишешь, Юр? А Эвелина? Классные буквы синим и красным. Сейчас у нас активно идет прием в первые нулевые классы на следующий учебный год. И как раз можем пройти ко мне в кабинет, у нас сейчас проходит собеседование. Почему мы проводим собеседование? В первую очередь мы знакомимся с родителем и с ребенком. Также у детей бывают некоторые проблемы, например, логопедического характера или какие-то особенности. Все это учитывается в дальнейшей работе в классе. А вообще бывали случаи, что отказывали? Бывали случаи, что отказывали, когда видели, что лучше ребенку будет не в нашей школе, к сожалению. Учиться хочешь? А зачем? Не знаешь? Здесь у нас учительская, небольшая, правда, но каждое утро у нас проходят совещания, такие 5-минутки на полчаса, где мы обсуждаем насущные проблемы, вопросы, решаем все вместе. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Как дела у вас? Хорошо! Математика, я так понимаю, да? Да! Садитесь, садитесь. Здесь у нас во втором корпусе находится столовая, кухня, будущий актовый-спортзал. Третий класс и четвертый. Пойдемте покажу. Так, здесь у нас 4 класс. Ноги. Здрасте. Встать надо, Давид, встань. У них абхазский язык. Здесь у нас 3 класс. Сейчас зайдем на урок. Здравствуйте, можно к вам? Как выглядела школа раньше, хочу продемонстрировать на нашем будущем актовом зале. То есть, когда вы пришли сюда, Ну да, примерно, чтобы вы понимали. Примерно вот так. Только здесь мы уже поменяли окна, проводку провели. Вот. а здесь что предполагается? Актовый зал, который будет трансформироваться в спортзал для маленьких. Здесь у нас столовая, детки кушают, у нас обед входит в стоимость. Они по очереди со своими классами, учителя приходят на обед. Я помню первое мое впечатление, когда я пришла 5 лет назад сюда, вот и зашла в здание, в классы, да, вот эти ужасные окна, которые, если тронешь, они могли просто выпасть вместе с рамой во двор. Розетки со шматками проводов просто валялись на подоконниках. Все это очень было страшно, опасно, потихонечку все это исправлялось. Кстати, хотелось бы немного похвастаться. У нас не осталось предписаний от пожарников, даже никаких вообще. Вот у нас проведена система пожаротушения по всей школе, система пожарной сигнализации, все работает, слава богу. Надеюсь, никогда не пригодится. Вот. Ну что, мы были у вас утром, так зацепили такую часть, да, вашего дня, а я, насколько понимаю, дети все-таки там находятся где-то до 5, даже? До 4. До 4. Вот чем ваши дети заняты до 4 часов? Они заняты. Ну, Да. чем? Расскажите. У них, утром у них основные их предметы. Да, ну это вот то, что Да, мы видели, да. Бывает после обеда тоже, английский может быть после обеда. Но у них разнообразная программа, поэтому у нас мы даже думаем, что в следующем году надо добавить еще час, потому что не помещаются уроки, которые мы еще задумали. Вот, мы хотим ввести курс Апсора, например, и нам нужно еще куда-то, значит, время. А так у них каждый час занят. Правда, после обеда есть время на прогулку, если дождя нет, то обязательно они во дворе. Вот. Это развивающий игр психолог ведет, например, такой урок. Это на развитие логики. Урок добра.
об общеморальных принципах в виде игры, в виде такого интерактива, где дети активно принимают участие. Это в неделю, уроке. наверное, раз, да? Ну такой? да, у каждого класса один раз в неделю. Английский язык в каждом классе, и в нулевом, и с первого. Так, ну, творческий, лепка у нас отдельный предмет, где педагог каждый раз выдает такие шедевры, и мы заполняем нашу страничку в Инстаграме в основном лепкой, потому что она всегда скидывает фотографии с урока. Вот, и где-то до 3, до без 23 уроки, а с 3 до 4 действует дежурный класс с воспитателем. Если родители не успевают забрать ребенка, то там они просто ждут родителей. Могут рисовать, общаться. Ну, сразу вопрос напрашивается, вы их не учите живописи? Живопись. Ну, у нас есть предметы ЗО, а так я вот с этого года, чтобы отвлечься от работы, решила, значит, набрать группу из детей, потому что были желающие, периодически вспоминают люди, что у меня все-таки была мастерская, где я обучала детей, а когда вы откроете, и вот эта мысль, когда вы откроете, она постоянно, значит, у меня фоном в голове. Думаю, надо, чтобы отвлечься. Ну и после уроков как раз и занимаемся с ними, есть желающие. Вот Понятно. сейчас у нас каникулы будут на июль-август, потому что уже сил не осталось. То есть вы все-таки продолжаете делиться, да, Да, своим да, потому что опытом? это как-то, ну, знаете, обидно даже мне. Столько учиться, и потом как-то все забросить не хочется. Хорошо, тогда так мельком спрошу, вы сами продолжаете писать, вы пишете? Ну вот из-за такого плотного графика, из-за того, что, ну, очень тяжелая достаточно работа, мне не хватает времени и сил. И мне как-то хочется сквозь это не могу начать, потому что, ну, правда, обидно, да. Понятно. Хорошо, давайте порассуждаем о том, Мария, почему сегодня все-таки выбирают вас? Вот что вы предлагаете? Вы можете выпить, я сейчас тогда продолжу свой вопрос. Вот зачем платить, если можно, в принципе, учиться бесплатно? Ну, я, конечно, здесь могу слукавить, сказать, что там у нас совсем уж бесплатное образование, потому что, да, наверное, не поэтому. не считая там, ну, там, не знаю, если там суммировать все эти бесконечные там взносы у нас постоянно там за ремонты, там за, не знаю, там за поездки какие-то, за книги, за экзамены, за еще там дополнительные какие-то занятия и так далее. Конечно, бесплатно у нас получается, в принципе, только по Конституции. Вот. Но все же, тем не менее, почему выбирают вас, когда можно учиться в принципе бесплатно? Мне кажется, это тоже вопрос не ко мне. Но я так почему? Вот что вы полагаю, предлагаете? Да, вот почему все-таки люди идут к вам? Вот вначале, знаете, если говорить честно, то выбирали по принципу, что там детей накормят, и они могут быть до 4, до 5. Вот я думаю, что была категория родителей, которым было это просто, только это важно. Но наши все шаги по пути к улучшению образования, я думаю, уже видны, и во время пандемии мы работали, и мы не отстали, у нас мы шли по программе. Правда, июнь мы тоже задействовали, чтобы просто повторить эту программу. Мы прошли все классы, учились в программе. Может быть, как люди уже знают об этом, мы уделяем к образованию большое внимание, потому что это самое важное. То, что мы разнообразили этот день у ребенка, да, это только улучшает качество восприятия информации на других уроках, потому что тоже рисование или лепка — это развитие моторики. Если моторика рук хорошая, то и голова хорошо работает. Вот, поэтому... То есть можете вы сегодня сказать, что к вам идут за образованием тоже? Конечно, конечно. Мы смотрим сейчас, вот тенденция в этом году, она меня приятно удивляет. Почти все наши нуляшки, они хотят, и уже большая часть из них записались к нам в первые классы. Обычно было так, что человек 10 остается, остальные приходят извне, то есть не наши нуляшки в первый класс. А сейчас почти полностью первые классы состоят из наших нуляшек. И я очень благодарна нашим преподавателям в пришкольной подготовке. Я их спрашиваю, что вы с ними такое сделали, что и родители, и дети хотят остаться. Это очень приятно. Ну вот, когда мы начинали нашу программу, я сказала, что одна из особенностей главных, да, частных школ — это вот так называемая возможность индивидуального подхода к конечно, ребенку. классы у нас небольшие. Существует ли вот это у вас все-таки эта особенность Конечно. в вашей школе, и как вы ее достигаете?
Ну, в первую очередь, наверное, опять же, мы в тесном контакте с родителями, Мгм. с учителем. Мы знаем о любой проблеме, стараемся знать о любой проблеме. В каждом классе, классы у нас небольшие, у нас есть классы, где 15 человек, есть классы, где 26. Но я по себе знаю, так как я тоже преподавала, что больше 25 человек, когда, да, вот на уроке, колоссально просто, почти нереально справиться с тем, чтобы дать нужную информацию, рассчитанную у тебя там, на час, ну или на 45 минут, и донести ее до каждого, и еще проверить, как кто усвоил. Вот, поэтому Это вообще мы за счет того, сознательно что у не вас набираем. немного всё-таки Да, и мы детей, да? сознательно не набираем в классы. То есть, если даже они у нас заполнены, и люди приходят, хотят записаться, нам приходится говорить, что нет места. Мгм. Ну, смотрите, Мария, ну, дети все разные. Понятно, да? Однозначно. Кто-то там Взрослые схватывает тоже. быстрее, кто-то там медленнее, кто-то там любит пообщаться с педагогом, другой, наоборот, как замкнутый весь в себе. Помимо всего этого... Как достигаем мы Нет, каждый ребенок. помимо всего этого есть еще с особенностями дети Есть. тоже. Мы сознательно берем таких детей. У нас почти в каждом классе есть 1-2 ребенка с особенностями. То есть это инклюзия, которая, в Вот, я принципе, уже хотела к везде этому прийти, да. работает. Мгм. И в Российской Федерации, и Мгм. в других странах, в Америке, в Европе. Да. Везде уже есть закон, где до 3 человек в классе могут присутствовать дети с особенностями. Это и задержка развития, и аутистический спектр. И наши учителя периодически, я им организовывала тренинги, и у них самих, и до меня у многих был опыт, когда в классе Вот. был такой ребенок. Вот вы говорите То есть, об Америке и Европе, но все-таки там подготовленные, мне кажется, да, вы знаете, преподаватели. их становится все больше и больше, и в каждом Детей классе, таких. да, в каждой школе есть такие дети. Мгм. Просто мы стараемся выявить это при собеседовании, поэтому у нас присутствует психолог, который тестирует ребенка при поступлении в школу, что в нулевой класс, что в первый, или если кто-то к нам переводится в какой-то другой класс. Тестируем почему? Потому что нам важно понять, что именно, какая особенность, если она есть. Тогда мы просим принести родителям все заключения врачей, которые у них есть. Да. Бывает, что родители не хотят слышать, или были случаи, когда обиделись и ушли, например. Да. Но я это тоже понимаю. Я понимаю, что в каком мы обществе живем, да, что как это страшно, наверное. Вот. И если это какой-то несложный случай, Мгм. и мы даем срок, например, месяц-два, смотрим, как справится ребенок в классе, и справится ли учитель. Да? Бывают разные поведения у этих детей. Вот, стараемся идти навстречу, стараемся по возможности. Вот. И также наши учителя знают, даже как их сажать нельзя, что, где они должны сидеть друг от друга, на каком расстоянии, как с ними себя вести, например, с детям с аутизмом. У них очень повышено чувство вот слуха, да, и они не могут воспринимать громкий голос, например. Это я даже сама уже заметила без психолога. Или кто-то не любил шары воздушные. Тогда мы, значит, на празднике не использовали в этом классе шары, чтобы ему не было страшно. То есть я вот когда говорила как раз об индивидуальном подходе, это вот... то Да, есть, но мы не частная коррекционная школа? школа. М? То есть мы не коррекционная школа. Бывает год, когда к нам много детей таких хотят прийти, да, и родители, но мы физически не можем взять, потому что у нас нет столько количества классов, куда мы могли бы взять всех детей. Мы не можем делать полкласса из детей с особенностями, потому что тогда все-таки, если их больше 2, то очень сложно учителю. Очень. И что самое интересное, когда такая атмосфера, и дети в классе, они ведут себя не агрессивно по отношению к этому человеку, а наоборот, ребенку, наоборот, стараются помочь. Мгм. Они понимают, что Они есть какая-то- учатся, Да, да. мы их учим. Общаться с Да. такими детьми, Мы и просим, воспринимать их чтобы учитель адекватно. был, мы просим учителя быть так настроенным и настраивать детей. Понятно. Мария, вообще, есть ли, на ваш взгляд, вот 5 лет вы уже занимаетесь этим делом, вообще будущее у частного образования в Абхазии? И что для этого надо делать? Какие есть вообще? Я есть? То есть- участник этого частного образования, поэтому, конечно, я надеюсь, что есть будущее. Мгм. И хорошо, когда есть И конкуренция. вот, я хотела бы, вот альтернатива должна быть все-таки, да, какая-то в образовании? Конечно, невозможно без альтернативы, тогда невозможно расти. Мгм. То есть частное образование может быть плохим, тогда надо подтягиваться до государственных, да, школ, например. И наоборот, почему бы вообще друг у друга не учиться чему-то? Я только за.
А может ли само государство тоже в этом какое-то участие принять? Потому что сделать школы, ну, помочь как-то вот все-таки частным школам, ведь им тоже тяжело. Никто не вкладывает в частные школы. Каждый готов построить гостиницу, но Ну, все-таки не вложиться Да, там, наши в школу. отношения с государством не регулируются никак на бумаге. Мгм. Вот, только вот я говорила с Министерством просвещения о том, как мы лицензию получаем, и о том, что они нас курируют, и берем мы у них учебный план. Да? А никаких других отношений, я так понимаю, нигде не прописано, наверное, потому что у нас нет пока что закона об образовании. Вот. Образование – это самая неотъемлемая часть государства. Если люди будут образованы, то будет меньше проблем. Это однозначно, и это не я придумала. Поэтому я со своей стороны хочу делать все необходимое и все возможное для того, чтобы тем детям, которые к нам приходят, мы могли вкладывать по максимуму того, что мы можем вложить. И что касается части образования, что касается части воспитания личности. Вот существуют в других странах образовательные субвенции. Помните, мы об этом Ну да, говорили? Возможно ли это у нас? То есть что это такое? Это когда государство тоже помогает частным предприятиям. Да, Только, правда, я не знаю, как там регулируется, возвращается ли это все, облагается ли это налогами, я не знаю, Я такие кто это подробности контролирует. тоже не знаю, Да, там есть но очень много если в России, моментов. например, если есть аккредитация, лицензия у частного образовательного учреждения, даже у частного сада, по-моему, то государство принимает участие, да, если не ошибаюсь, сейчас не хочу соврать, или в оплате за обучение частично, или даже часть зарплаты учителям. Потому что государству выгодно, чтобы было больше учреждений, которые работают в этой области и поддерживают. То есть и государству легче тоже, наверное, от этого, Конечно. если есть такие вот Конечно. учреждения. Мария, ну и, конечно же, мы сейчас поговорили о том, почему родители выбирают для своих детей, допустим, частные школы, что вы предлагаете, а почему педагоги выбирают? Вот кто ваши педагоги? Тут разные вопросы, да, возникают. Да. Они получают больше, чем в государственных школах. То есть имеют ли они возможность там, высунув язык, извиняюсь, это такое грубое выражение, там, искать какую-то подработку? То есть как вы их стимулируете? Так, по поводу зарплат, я не знаю, скорее всего, у нас одинаковые, более-менее. У нас есть бонус в виде обеда. Учителя у нас, и все работники в школе, они обедают в нашей столовой бесплатно. Что касается дополнительных подработок, меня это вообще не касается. Я разрешила, если у вас есть желание, у вас есть какие-то ученики, пожалуйста. Я понимаю, что всем трудно, и это не та зарплата, о которой бы я тоже мечтала для них. Поэтому мы стараемся улучшить условия в школе, привлечь новых людей, привлечь платежеспособных людей и чуть-чуть повысить эту оплату. И за счет этого я смогу и повысить зарплату учителям. Вот, Вот для такой детей вы проводите собеседование, мы это видели. Да, для учителей тоже. Вот, я хотела узнать, кто ваши все-таки преподы, и кто вот сегодняшний молодой состав больше даже интересует. Молодой состав. Мне не страшно брать на работу без опыта работы. Потому что я по себе знаю, у меня не было тоже опыта работы, но было большое желание. И вот когда человек образованный, закончил университет наш, например, да, пришел и пытается устраиваться на работу, я пытаюсь заострить внимание на каждом. Мы тестируем этого человека, он ходит по урокам, смотрит, как наши педагоги работают. Да, проверяете, да, так вначале? внедряется в рабочую атмосферу и потом дает нам несколько уроков. Если это учитель начальных классов, то и русский, и математика, и чтение, и окружающий мир. Мы просим, даем любое время на подготовку, неделя, 2. И не всегда с первого раза принимаем решение. Если человек слышит нас, и мы обязательно даем советы и наше мнение по поводу урока, оно может быть любым, мы говорим открыто. Если слышит, воспринимает и на следующем уроке учитывает, то это уже о многом говорит. Мы присматриваемся к такому человеку, а очень мало на самом деле хороших учителей. И хочется, чтобы молодые работали. Они учатся у тех, кто старше и у кого больше опыт, ходят к ним на уроки. Они сами уже могут преподавать, а в свои окна, которые у каждого есть, у наших педагогов, они ходят на уроки друг к другу. Друг к другу. Да.
Я думаю, только если делиться, если будет каждый чем-то делиться, да, то все знания в университете все равно не получишь. Как раз, когда ты уже в процессе работы, и ты хочешь улучшить качество своего преподавания, то обязательно это получится. Я в этом уверена. Мария, спасибо вам большое. Я на самом деле побыла у вас где-то около часика. Вы меня прям там очаровали, обаяли. Часика или 2 часов? Час или 2, я уже не помню, сколько мы там снимали у вас. Ну, действительно, атмосфера очень приятная. Спасибо, мне Да, очень приятно. Очень приятно, что было меня пригласили. приятно там у вас находиться. И я хочу вам сказать, конечно, вы девушка смелая, отчаянная. Не знаю. Но если в нашем стране будет побольше таких, как и вы, которые на самом деле вот так вот могут бросаться даже в неизвестное дело, но отдавать всего себя На самом тому деле, делу, которым знаете, ты я занимаешься, правда я думаю, у отдаю. нас будут какие-то все-таки Отдаю, и результаты. поэтому тоже я верю, что не может быть безрезультативно это все. Потому что я пытаюсь вдохновить всех, кто там работает. Ну, как-то вроде немного получается все у нас, слава богу. И надеемся, что нас больше не закроют. И мы очень стараемся выполнять все требования СС. Будем надеяться, что в сентябре все дети пойдут в школу. И будут линейки, и все будет хорошо. Дай Бог. И вам тоже Спасибо, Рада. вдохновение и в творчестве, и в том деле, которым вы сейчас занимаетесь. Спасибо большое. Спасибо И вам большое. удачи. Мы будем еще говорить об образовании. Не пропускайте наши программы. До свидания.